День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. О спорте вне политики и его объединяющей силе озвучим главные заявления президента России на форуме «Россия. Спортивная держава». На неделе в Якутске прошло самое громкое событие ноября – Третий республиканский антифашистский форум. Узнаем, какие темы поднимали его участники. Объявлены сроки открытия ледовых переправ на федеральных дорогах республики. Расскажем, когда откроется переправа Якутск-Нижний Бестях. Комплектование кадрами в Алданской ЦРБ продолжается. Осенью к работе в медицинских учреждениях района приступили сразу 23 специалиста. Средоточие растущей экономической мощи, столица Южной Якутии, Нерюнгри и Нерюнгринский район отпраздновали полувековой юбилей. Россия всегда неукоснительно соблюдала обязательства по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Планов отойти от этих обязательств нет. Об этом заявил президент на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое состоялось в Кремле. При этом, по словам Владимира Путина, наша страна будет вынуждена предпринять ответные действия, если другие участники договора решат его нарушить. Как известно, заявления по поводу готовящихся ядерных испытаний в последнее время звучат в правящих кругах США. Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Большой спортивный день в Самаре. Туда накануне на форум «Россия. Спортивная держава» приехал президент Владимир Путин. Заседание Совета по физической культуре, открытие новых спорткомплексов в разных регионах в режиме видеоконференции. Повестка обширная. До начала мероприятий глава государства посетил оздоровительный комплекс «Орбита» и пообщался с будущими чемпионами по фигурному катанию и дал им президентское напутствие. Покажем вам. Владимир Владимирович, какой совет вы дали подросткам, которые только начинают заниматься спортом? Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. Тогда будут результаты. Я вам хочу пожелать этих результатов успеха. Всем хорошего, ребята. Спорт вне политики, он должен объединять людей, справиться со многими вызовами современного мира можно только вместе. Об этом заявил президент, выступая уже непосредственно на пленарном заседании Международного форума «Россия. Спортивная держава», который проходит в Самаре. По словам Путина, спорт призван наводить мосты между народами. И именно в этом один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций. В целом Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций. В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение по восстановлению прав Паралимпийского комитета России. Министр спорта Якутии Леонид Спиридонов выступил с важной инициативой на этом же форуме. Он предложил проводить общероссийскую спартакиаду по национальным видам спорта народов России. Также он предложил создать систему отбора для всемирных игр кочевников и открыть федеральный центр для развития национальных видов спорта на базе Чурапчинского института.
По его словам, это может упорядочить такие виды спорта и развивать их с научной точки зрения. Президент России утвердил на этой неделе 2 новых праздника. Прошел 10-й юбилейный этнографический диктант, ну а якутские мастера на выставке «Клинок. Традиции и современность». Что еще о событии недели, смотрите в дайджесте федеральных новостей. Здравствуйте, я Айсена Бурнашова. Это дайджест федеральных новостей. Расскажем о самых ярких событиях уходящей недели. Обо всем по порядку. В стране появилось 2 новых праздника. День коренных малочисленных народов России. Его будем отмечать 30 апреля. И День языков народов России празднуем 8 сентября. Символично, что соответствующие указы подписаны Владимиром Путиным в День народного единства 4 ноября. Тогда же в Кремле вручили госнаграды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. Позвольте мне еще раз поздравить вас с праздником, с Днем народного единства. Конечно, это прежде всего праздник граждан России, и он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности. День народного единства отметили в России традиционными праздничными шествиями, концертами. По всей стране исполняли национальный гимн, разворачивали триколоры, рассказывали про историю и культуру России. Праздник учредили в 2005 году. Он посвящен важному историческому событию – победе народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами в 1612 году. Их подвиг считается олицетворением мужества и сплоченности народа. В атмосфере единения и дружбы народов пройдет и весь следующий год. Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России. Речь об этом зашла на заседании Совета по межнациональным отношениям. Вчера наша страна праздновала День народного единства. Это очень важный для каждого гражданина праздник. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение Совета и рассмотреть возможность объявить следующий 2026 год годом единства народов России. Уверен, что вся наша страна вас в этом поддержит. Спасибо за внимание. Да. Хорошее предложение. Давайте мы так и сделаем. Я прошу Татьяну Алексеевну подготовить проекты соответствующих решений. Благодарю вас. Спасибо. Еще одно яркое событие недели, объединившее миллионы человек в России и зарубежье. С 1 по 8 ноября прошла ежегодная международная акция «Большой этнографический диктант». В этом году диктант юбилейный, проводится в 10-й раз, и с каждым годом его количество участников растет. Например, в прошлом году свои знания в области этнографии проверили более 3,5 миллиона человек. Большой этнографический диктант знакомит с культурой народов России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности о России и регионах, проживающих там национальностях. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов, на прохождение которых дается 45 минут. Результаты узнаем 12 декабря 2025 года. Следите за сайтом Большого этнографического диктанта, сообщают организаторы проекта. Сохранить и передать следующему поколению эти традиции, это взаимное уважение – очень важная задача. И именно ей и посвящен Большой этнографический диктант. И все мы надеемся, что каждый, кто в эти дни пишет эту акцию, сможет прочувствовать саму суть ее, которая воплощена в девизе этой акции «Народов много, страна одна». Традиции кузнечного ремесла народа Саха представили в Москве на выставке «Клинок-2025». Якутские мастера привезли не только свои изделия, но и показали, как нужно ковать железо. Прямо на выставке соорудили плавильную печь. Чем еще удивляли наши земляки московскую публику, знает Максим Кардозу. Это было действительно горячо. Никто не ожидал, что перед главным входом на выставку «Клинок» посетителей будет ждать настоящая плавильная печь. Якутские кузнецы соорудили конструкцию по традиционному образцу и привезли около 100 килограммов руды.
Привезли руду из Хангаласского, Амгинскую руду и из Намского улуса. Вот 3 образца. И уже второй день плаве. С первого образца мы заготовили железо для топора. И второго дня делали поднож. Впервые на выставке «Клинок» появился и стилизованный якутский стенд. Под сводами у росы сразу 17 мастеров представили свои работы. Некоторые из них – настоящие произведения искусства. Нож Петра Луковцева, резьба и рукоять тоже из рога резьбой, да, и ножны с тиснением. Хотелось бы больше показать культуру именно якутского кузнечества, что умели наши предки, чтобы другие регионы, другие люди из нашей большой страны увидели именно искусство, культуру. И очень много есть людей, которые ценят якутский нож. Это некий бренд, это национальный символ, он обладает колоритом. И сейчас можно увидеть то, что делают приятно. Здесь представлены рукоятки со стабилизированной древесины. И я увидел то, что имитирована структура пчелиного воска, сот. И такой древний стиль, первобытные наборные оголовья. Не только клинками удивляют наши мастера. Традиционные якутские украшения тоже в центре внимания. Все прям примеряют снеговые очки, это да, но не все покупают. Они, оказывается, не знают, что у нашего народа были такие вот очки, интересуются, одевают, фотосет устраивают. Выставка «Клинок» – это еще и международный конкурс. И работы наших мастеров удостоились сразу нескольких наград. В 3 номинациях якутские умельцы завоевали первые места. Якутские ножи, а еще якутские украшения, ювелирные изделия теперь доступны жителям регионов России по одному клику. На крупнейшей онлайн-платформе Wildberries заработала собственная витрина Республики Саха-Якутия. Она запущена в разделе «Сделано в России». Теперь любой якутский производитель, зарегистрированный на маркетплейсе, может самостоятельно подать заявку на вступление в спецраздел через портал продавца. Главный критерий отбора – товары должны быть оригинальными и произведены в Якутии. Каждый запрос рассматривается в течение 30 дней. На витрине могут быть представлены все товары, которые соответствуют условиям в оферте. Конечно, понятное дело, мы там скоропорт не сможем из Якутии доставлять в Москву, но, например, на какой-то экспресс-витрине продукты питания, которые не требуют какого-то специальных условий хранения, которые долго хранятся, это вообще, пожалуйста, мед, чай, какие-то конфеты, сладости, пастила. То, что в Якутии сейчас в основном ювелирка, это временное явление, потому что витрина сама недавно только сформировалась, она только продолжает наполняться. И я уверена, что спустя пару месяцев у нас вообще будет какой-то уникальный кейс о том, что какой-то товар производится в Якутии, и это совершенно не классическая какая-то история, как, например, с ювелиркой. Это будет открытие для нас, для всех. Создание витрины стало результатом соглашения о сотрудничестве, которое подписали в этом году на Восточном экономическом форуме. Также Wildberries планирует построить современный складской комплекс в Якутии. Проект предполагает инвестиции в размере 1,8 миллиардов рублей и создание 900 рабочих мест. Логистический центр площадью более 30 тысяч квадратных метров станет важным элементом развития инфраструктуры региона. Это был дайджест федеральных новостей. Над выпуском работали Айсана Бурнашова, Максим Кардозу, Айтал Байтунов и Виктор Олесов. До свидания. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем.
На неделе в Якутске прошло самое громкое событие ноября – Третий республиканский антифашистский форум. В эти дни столица региона стала площадкой для проведения десятков мероприятий разного масштаба – от рок-концерта до пленарного заседания. Подробности о них в нашем следующем сюжете. Стартовал Третий антифашистский форум весьма символичным жестом – демонстрацией силы и мощи русской армии. На площадку музея «Россия. Моя история» пригнали поверженную на полях спецоперации бронетехнику НАТО. Экспозиция проста. Вражеская техника выстроена в ряд и как бы противостоит нашему российскому отечественному танку Алеша. Его, кстати, сегодня прозвали танком Победы. И в отличие от западной техники, к нему можно подойти, прикоснуться и возложить цветы. Вот она, хваленая западная техника, с помощью которой наши враги попытались поставить нашу страну на колени. Но у них этого не вышло и не выйдет. Потому что наши бойцы на передовой самоотверженно защищают нашу страну и громят врага по всей линии фронта. О ратных подвигах наших бойцов на неделе смогли рассказать не только трофеи, но и непосредственные свидетели доблести русского солдата. Специально для демонстрации своих материалов и обмена опытом с коллегами в Якутск прибыли федеральные военкоры. Источником вдохновения для нас являются бережно сохраненные страницы фронтовой прессы, имена корреспондентов, которые работали там. К сожалению, прямо на передовую журналистов не пускают, в том числе даже, может быть, и военкоров самих, непосредственно туда, где рвутся снаряды. Но мы находимся вблизи, мы всегда освещаем ребят, которые находятся чем ближе к передовой, тем лучше. Так же, как это делали журналисты в годы Второй мировой. И здесь, на форуме, темы этой преемственности поколений раскрываются уже на совсем другом, практически личном уровне. Специально для участия в событии в Якутск прибыла делегация из Восточного военного округа. Это лучшие из лучших бойцов. Как делится один из них, военный с позывным «Якут», когда-то и его дед защищал страну от фашистских захватчиков. Я сейчас воюю на том же самом месте, где воевал мой дед в Великой Отечественной войны. Он вернулся, я тоже 4 года воевал, вернулся домой. Вот я там же сейчас, и, можно сказать, заканчиваю начатое дедом дело. Враг, думаю, будет побежден в скором времени. Не знаю, почему им не имется, что им от нас надо, но наше дело правое, и все равно победа будет за нами. И самое главное в этом деле для бойцов, конечно же, поддержка. В этом плане Якутия выступает лидером по организации помощи военным, что признают и сами бойцы. Вот когда они помогают нам, это прям ощущается конкретно сильно. Прям все завидуют. Вот, другие регионы, да, например, ну, начиная с Амурской области, вот они спрашивают, а что можно, да, прописать, например, в Республику Саха-Якутия, например, чтобы стать, вот, гуманитарку получать. Но они тоже вот наблюдают, конечно. Но всем, конечно, раздают, да, вопросов нет насчет этого. Всем раздают. Но в основном то же самое. Вот они же наблюдают, вот, например, глава Якутии, например, Республика Саха-Якутия приезжает и так далее, да, например. Сам глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении на пленарном заседании форума отметил, помощь необходимо наращивать, чтобы полностью сломить сопротивление врага. А вот подавить русского солдата не получится. Сами посудите. Еще вчера ребята были на передовой, а уже сегодня готовы дать концерт для якутского зрителя. Третий форум прошел, четвертому быть. Уже точно подготовка началась. Сарглана Неустроева, Эржена Гармаева, Вероника Таюрская, Якутск. Кроме того, впервые в Якутске открылась фотоэкспозиция Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги», посвященная нашим современникам, участникам специальной военной операции. Сам проект реализуется с 2022 года. Подробнее о нем в нашем сюжете. На 10 двусторонних стендах собраны фотографии и информация о 19 героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об их боевом пути и подвиге, за которые они удостоены высшей государственной наградой. Сегодня мы в самом сердце нашей столицы республики открываем выставку «Герои и подвиги». Выставка сделана усилиями Российского военно-исторического общества, Якутского музея. И она здесь рассказывает о подвигах наших героев. Всего на этой выставке 19 героев. Это герои Советского Союза, герои Российской Федерации, которые боролись с нацизмом,
в годы Великой Отечественной войны и на специальной военной операции. Неоценимую помощь при создании фотоэкспозиции оказали близкие, которые предоставили материалы и фотографии разных лет из личных семейных архивов. Вот я хожу, смотрю, и меня распирает гордость, что со многими героями, которые там изображены, я знаком лично. А самое главное, что эти ребята, они своим жизненным примером показывают, как надо жить. На отдельных стендах представлены фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. У нас тут в этой выставке представлены 5 из героев Великой Отечественной войны. Выбирали, тут не было какого-то специального выбора, да, это подборка была осуществлена Российским военно-историческим обществом, Центральным советом. Проект «Герои и подвиги» проводится в рамках 3-го республиканского антифашистского форума «Народ и армия едины». До 7 ноября жители могут узнать о подвигах героев на площади Республики. А далее экспозиция будет перенесена в Якутский музей. Лилия Бурцева, Нюргун Старостин, Якутск. Рабочая группа военнослужащих группировки войск «Восток» посетила Хангаласский район. В Якутию они прибыли в рамках также 3-го антифашистского форума. Подробности далее. Делегацию возглавила старший офицер отделения агитации и пропаганды военно-политического управления Восточного военного округа, военный корреспондент майор Ирина Ким. Целью визита стало неформальное взаимодействие с гражданским обществом, укрепление морального духа и обмен опытом по работе в сфере военно-патриотического воспитания. Вся наша команда – это действующие военнослужащие, которые проходят службу в Восточном военном округе. Независимо от того, откуда они родом, то есть у нас есть и москвичи, у нас есть представители Калининградской области. То есть практически вся география от Калининграда до Камчатки представлена. Но все мы сегодня несем службу на Дальнем Востоке. И, естественно, выполняем задачи в зоне проведения специальной военной операции. После возложения цветов к мемориалам на Кургане Славы и у памятника ветеранам и специальной военной операции гости ознакомились с историей района, посетив краеведческий музей. Делегацию сопровождал уроженец Хангаласского улуса, действующий участник СВО Василий Афанасьев, который принимал непосредственное участие в составлении программы пребывания. Я сейчас нахожусь в командировке в республике. Приехал сюда для сбора дробовых ружей для нужд фронта. Сейчас, пользуясь моментом, сопровождаю группу Министерства обороны, которая приехала на антифашистский форум, для того, чтобы рассказать про наш родной Хангаласский улус, ознакомить с историей богатой, с нашими предками, рассказать традиции, обычаи. Затем состоялся круглый стол с ветеранами и семьями участников СВО. Представители делегации лично пообщались с теми, кто ждет своих близких с передовой, и с теми, кто уже вернулся. Насыщенный день завершился торжественным мероприятием, посвященным Дню народного единства под лозунгом «Народ и армия едины». Кульминацией стал концерт рок-группы «Мы есть мы» группировки войск «Восток». Все участники коллектива – действующие офицеры, фронтовики, которые находят возможность выразить себя в музыке. Совсем недавно к группе в качестве ритм-гитариста присоединился старший лейтенант Алексей Северев из Самарской области. Прям совсем недавно, буквально 2 месяца назад, присоединился к коллективу по приглашению Романа Борисовича Грекова, товарища генерал-лейтенанта. И пока что испытываю только положительные эмоции от этой плодотворной работы и от этих замечательных гастролей. Вот сегодня, например, в городе Покровске нас принимает замечательная публика, замечательная атмосфера, и погода мне очень нравится. Стоит отметить, что рок-группа выступает на сцене Центра культуры Саргыты-Гюльгете города Покровска не в первый раз. С концертом они уже приезжали в июне этого года. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград участникам СВО, погибших при исполнении воинского долга. Госнаграды были вручены родным погибших военнослужащих. Подробности далее. Они сражались за свою родину. Так можно описать подвиг каждого из военнослужащих, посмертно удостоившихся высоких наград. Одним из таких бойцов был Сергей Евграфов, который получил орден мужества.
Он был командиром мотострелковой бригады. Однажды, выполняя очередную боевую задачу, 4 августа ни он, ни его отряд не вернулись. Он по жизни сам всегда был таким командиром, всегда среди своих друзей, всегда организатором был, всегда такой, все по плану выступал, поэтому за всех он всегда свое слово держал. Поэтому я думаю, из-за того, что он командир хороший, из-за того, что его на боевую задачу отправили, и поэтому сложная задача была, поэтому я думаю, наградили его орденом. Еще одним орденом мужества был награжден сын Арлеты Наговицыной. Бывший разведчиком и снайпером Семен Наговицын был одним из тех, кто находился дальше передовой и кто доставлял оттуда необходимую информацию, спасая тем самым жизни своих товарищей. Я горда, что воспитала сына как достойного человека. Чтобы эта память осталась детям, чтобы дети гордились отцом и выросли достойными отца. После вручения наград память павших героев почтили минутой молчания, отдав дань уважения их доблести. В этот момент не все смогли сдержать свою горечь об утрате. Выражаем большую благодарность в первую очередь родителям. Спасибо за то, что вы воспитали таких героев, которые, ребята, невзирая ни на что, пошли защищать границы нашей страны. Всего наград посмертно удостоились 15 бойцов, которые проявили мужество в ходе выполнения боевых задач. Из них 4 ордена мужества, 4 медали за отвагу и за храбрость. Это мероприятие организовано по пожеланию и заявкам членов семей участников специальной военной операции, погибших защитников Отечества. Для родственников очень важно, чтобы государственные награды вручались в торжественной обстановке. Поэтому с учетом этого мнения мы с военным комиссариатом Республики Саха-Якутия традиционно проводим такие мероприятия по вручению государственных наград. Такие события увековечивают подвиг военнослужащих, отдавших жизнь на защиту Отечества, и многое значат для их близких и родных. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Жиганском районе Якутии открылась первая ледовая переправа, соединяющая поселок Жиганск с аэропортом через реку Стрекаловку. В настоящее время толщина льда позволяет безопасно передвигаться по ней транспортным средством весом, не превышающим 3 тонны. Всего же в республике на учете 46 ледовых переправ, однако официально на данный момент открыта только эта. Как отмечают специалисты ГИМС МЧС России, инспекторы проводят рейды для предотвращения несанкционированных выездов на лед. Тем временем ледовую переправу через реку Лену по маршруту Якутск-Нижний Бестях на автодороге Колыма планируют открыть 5 января 2026 года. С 1 декабря на автодороге Колыма заработает ледовая переправа через реку Алдан по маршруту Хандыга-Мегин-Алдан. В эти же сроки запланировано открытие ледовых переправ на автодороге Вилюй для транспорта весом до 4 тонн. Тем временем тарифы на перевозку пассажиров из Якутска в Нижний Бестях на судах на воздушной подушке снижены до 2500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Ледообразование на реке Лени в районе судоходных маршрутов нормализовано благодаря проведенной очистке торосов. Режим работы судов остается прежним, ежедневно с 7 утра до 7 вечера. К другим темам. Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу. В среднем на ее поиск теперь уходит около 5 месяцев, следует из данных Росстата. Ведомство ведет статистику средней продолжительности поиска работы с 2009 года. Тогда у безработных это занимало в среднем почти 7,5 месяцев.
Затем до 2019 года показатель находился в районе 7-8 месяцев, а с 2023 года трудоустройство стало занимать уже менее 6. Ну а в этом году на поиск работы уходит еще меньше времени – около 5 месяцев в среднем за январь-сентябрь. При этом в июле или сентябре показатель находился на минимальных за всю историю наблюдений уровнях. Это 4,6 и 4,8 месяца соответственно. В республике социальный контракт можно заключить для решения различных жизненных ситуаций. Одним из таких направлений является получение помощи в поиске работы в управлении соцзащиты. Подробнее о том, кто и как может заключить этот контракт, расскажем далее. Алена Аргунова вот уже 6 месяцев работает медсестрой в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере. Ранее она трудилась фельдшером, но с появлением ребенка ей пришлось сменить вид деятельности. Быстро и без проволочек найти новую профессию ей помог соцконтракт. Я узнала чисто случайно, что такая есть социальная защита, помощь получается. И подавала туда, и мне пришло положительный ответ. Хотела обучиться дальше, но подумала, что у меня маленький ребенок, поэтому я обучилась в другую специальность. И мне полностью оплатили учебу. По сей день работаю пятидневку, как я хотела, чтобы не до вечера, чтобы ночная смена не было. Соцконтракт могут заключить граждане с доходом ниже прожиточного минимума. При положительном ответе государство в помощь производит выплаты при подписании контракта и при поступлении на работу. Помимо этого, Управление соцзащиты может оплатить обучение на срок до 3 месяцев. Эти выплаты он может потратить, к примеру, на прохождение первичного медосмотра, покупку какой-то форменной одежды, да, для дальнейшего трудоустройства, какого-то инвентаря, который ему необходим. За эти деньги он нам не отчитывается. Единственное, что по условиям договора он должен в течение 1 года после заключения контракта не увольняться, и через год мы запросим сведения о его заработной плате. Для заключения социального контракта заявителю необходимо предоставить паспорт, справку о доходах за 3 месяца, документы, подтверждающие родственные отношения и реквизиты лицевого счета через госуслуги, МФЦ, либо в управлении соцзащиты. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Комплектование кадрами в Алданской центральной районной больнице продолжается. Осенью к работе в медучреждениях района приступили сразу 23 специалиста. Помощь пациентам оказывают 11 врачей разного профиля. Также трудоустроены 9 медсестер и 3 фельдшера. Как встретили молодых специалистов, коллеги и пациенты, узнали наши корреспонденты. Сейчас участковый врач-педиатр Денсыма Дангитова ведет прием пациентов в поликлинике, затем отправится на вызовы. Пока Денсыма Санджиевна знакома не со всеми малышами и их родителями, которые проживают на ее участке. В Алдан она приехала из Улан-Удэ без малого 2 месяца назад, получив приглашение на работу. Очень хорошо влилась, коллектив хороший, помогают, дают советы профессиональные. Знания. Больница встретила хорошо, нашли мне, помогли найти жилье, оплачивают ежемесячно 10 тысяч, также оклад, 2 оклада и проезд оплатили с багажом полностью до места прибытия. Мигмаршап Жамбалов, как и его коллега Денсыма Дангитова, приехал в Алдан осенью, сразу после окончания Улан-Удэнского медицинского университета. В коллектив влился быстро, особенно же ему понравилась атмосфера взаимной поддержки. Хорошо приняли, наставничество здесь продвигается. Ну и, в принципе, неплохо так. Работа хорошая, профессиональные навыки получаю. Алена Хабаева готовится к приему пациентов. На ее участке проживают около 800 детишек. Девушка закончила Иркутский медицинский университет 3 года назад. В Алдан тоже приехала по приглашению. Встретили ее здесь очень хорошо. Очень все радушные, помогают во всем. Ну, очень нравится в поликлинике. Комплектование алданской ЦРБ кадрами продолжается активно. В течение последних 2 месяцев коллектив пополнили 11 врачей. Это терапевты, педиатры, хирурги, а также специалисты узкого профиля. Сейчас терапевтическая и педиатрическая участковые службы укомплектованы полностью.
Молодые специалисты себя показывают с хорошей стороны. Они очень быстро влились в наш коллектив. Любые поставленные задачи постоянно решают, задают вопросы. Если где-то что-то непонятно, они подходят, мы вместе разбираемся. Достаточно очень хорошо работают. Все вновь прибывшие молодые сотрудники на рабочих местах освоились. Они ведут как амбулаторный прием, так и оказывают помощь пациентам стационара. К нам приехали специалисты узких специальностей. Это врач-эпидемиолог, врач-кардиолог, стоматолог. И из них, получается, это 3 целевика, которые приехали к нам по целевому направлению, окончили Северо-Восточный федеральный университет города Якутска. Осенью к работе в медицинских учреждениях Алданской ЦРБ также приступили специалисты среднего звена. 9 медсестер и 3 фельдшера окончили медицинский колледж в этом году. Кадровый вопрос в больнице решается комплексно. Мы ожидаем в ближайшее время приезд детского стоматолога, врача-уролога, врача-хирурга будет работать в поликлинике, в стационаре. В решении кадрового вопроса руководством больницы задействуются различные механизмы, направленные как на укомплектованность медицинских учреждений специалистами, так и на недопущение дефицита кадров в будущем. На работу приглашаются сотрудники из других регионов. Выпускники школ могут получить образование по целевому направлению. Профориентационные занятия и экскурсии организуются для школьников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. 95 лет в эфире. К своему юбилею якутское радиовещание является не только доступным источником информации, но и верным другом для своего слушателя. Первое прямое включение 7 ноября 1930 года было услышано всего из 15 громкоговорителей. В наше же время привычные голоса доступны всего в 1 клик. Подробнее в нашем следующем сюжете. В самом начале большой истории для организации вещания было дано задание – установить не менее 15 громкоговорителей в ряде сел. Сейчас радио шагает в ногу со временем. Для слушателей доступно мобильное приложение «Тетим Радио». Им пользуются порядка 100 тысяч человек со всего мира. У нас еще есть приложение «Тетим Подкаст». Это архив радио, там спектакли, литературные произведения, музыка, да, все что угодно. Люди могут скачать бесплатно и слушать, даже где нет сети, интернет. Поэтому очень удобно. Еще с прошлого года мы достигли договоренности с Яндексом. Сейчас могут слушать через Алису, Марусю, да, и в таком плане мы планируем развиваться. Практика показала, несмотря на развитие технологий, радио остается верным другом для слушателя и по сей день. В юбилей республиканского радиовещания прошел ряд мероприятий, первым из которых стало вручение почетных наград, которые отмечают весь труд тех, кто долгие годы посвящает себя любимой профессии. Вы знаете, человек, который однажды приходит на радио, остается навсегда. В детстве я всегда слушала радио, просыпалась, когда моя бабушка включала радио, оттуда шли золотые голоса тогдашних дикторов. Я тогда уже знала, что когда-то я наверняка буду работать на радио. После стольких лет, прошло уже 34 года, я считаю, что это золотой период, когда мне посчастливилось поработать с нашими именитыми, известными дикторами. Особенность эфиров радиовещания заключается в том, что ведущие самостоятельно руководят всем процессом, от управления специальным пультом до взаимодействия со слушателями. Разумеется, так устроено с самого начала. Все описано в книге «Из истории радиовещания Якутии», презентация которой также состоялась в знаменательную дату. Мы считаем эту книгу исторической в нашем плане. И пишется первая половина с начала 30-х по 41 год. История появления нашего якутского радио. 2 больших раздела и в основном статьи о редакторах, о дикторах, о руководителях того периода.
Работа на радио – это не просто профессия, а самое настоящее призвание. Ее выбирают сердцем и несут в себе на протяжении многих лет, даря слушателям ощущение того, что вещание – это друг, способный поддержать невидимым присутствием. Для меня радио – это судьба, это выбор, мой выбор, который я сделал в далеком 92 году. С тех пор столько лет, 33 года с лишним работая на радио, не жалею. Это очень интересная работа, нужная людям, всем радиослушателям, телезрителям, всем ветеранам радио, связи, здоровья, долгих лет жизни и оставаться всегда вместе с радио и телевидением национальной вещательной компании «Саха». К своему 95-летнему юбилею якутское радиовещание насчитывает порядка 32 территориальных узлов связи, которые обеспечивают бесперебойные эфиры и объединяют с собой людей со всех уголков нашей большой республики. Анастасия Пуляева, Лилия Бурцева, Семен Семенов, Юргун Старостин, Джоусан Инкентьев. Якутия день за днем. Еще об одном большом празднике. Столица Южной Якутии, Нерюнгри и Нерюнгринский район отпраздновали полувековой юбилей. День был насыщен торжественными и культурными мероприятиями и сюрпризами для жителей города, на приехавших на праздник гостей. Как прошел День города, расскажем в сюжете далее. Традиционно праздничные мероприятия начались с торжественного митинга и возложения цветов памятнику Гаврилу Черяеву, благодаря которому маленький поселок в якутской тайге был преобразован в город республиканского значения. Мы активно участвуем и реализуем значимое количество национальных проектов. Мы продолжаем строить и возводить жилые дома, реконструировать наше здравоохранение, строить дороги, ремонтировать школы, детские сады. В общем, занимаемся, как обычно, всеми теми делами, которые очень важны для людей, для жителей нашего района, для жителей города Нерюнгри, для того, чтобы их жизнь становилась как минимум более современной, а как максимум должна становиться более качественной. Нерюнгри – второй по величине город в Якутии и настоящее промышленное сердце республики. Это заслуга общественных деятелей, политических лиц и, конечно, людей труда и первостроителей. Безусловно, главными героями праздника стали первостроители, которые 50 лет назад совершили самый настоящий трудовой подвиг, построив город в глухой тайге. Для гостей торжественного вечера в Центре культуры и духовности состоялся большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Нерюнгринского района. Ехала в 1974 году в марте месяце с Бочаровым. Забивали колышек, как въезжаешь в город. И всю жизнь проработала на стройке. В данное время я уже 30 лет работаю в роддоме. Я еще работаю. Все прекрасно. Я город свой люблю. И жителей города люблю. Все хорошо. Для гостей праздника была организована уникальная акция «С любовью из Нерюнгри». Любой желающий мог выбрать праздничную открытку, посвященную юбилейной дате, и совершенно бесплатно отправить ее в любой уголок страны. В Брянск, тоже и в Челябинск, и еще в Первомайск, это Нижегородской. И всем знакомым, кого вот вспомню, тому пошлю. Тоже давно, с 77-го года мы здесь приехали. Моя семья, все здесь дети. Мы все так что детей живу пока здесь с детьми. Спасибо. В этот день юбилея с особым теплом и особой искренностью звучали поздравления в адрес уважаемых ветеранов-первостроителей. Эти люди – гордость Нерюнгринского района и всей Южной Якутии. Конечно же, я желаю процветания. Конечно, желаю радости, улыбок, счастья, мира, добра. Я желаю, чтобы оставались все такие же целеустремленные в нашем городе, потому что было очень много коллективов детских, которые тоже развиваются и растут вместе с нами, и мы, взрослые, должны этому помогать. И 50 лет – это прекрасная дата. Молодой, перспективный, холодный, но любимый город. Долгожданным подарком для жителей и гостей Нерюнгри стало открытие нового современного культурного парка в самом
самом центре города. В парке расположены теплые павильоны, световые качели, детские площадки. Дополняют пространство разнообразные арт-объекты. Произведены все работы, практически остались небольшие штрихи, которые сейчас не будут влиять на работу парка. Вот. И сегодня, конечно, мы торжественно с главой города открыли его. Юбилейные мероприятия в новом культурном парке завершили красочное фаер-шоу и большой праздничный салют. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри, Якутия. День за днем. День народного единства для Якутии – особый праздник. Здесь, на суровой и холодной земле, где мирно проживают больше 130 национальностей, мы знаем точно. Настоящая дружба рождается не из схожести, а из умения слышать и уважать друг друга. Как отметили День народного единства в нашей республике, расскажем в следующем сюжете. Наше будущее в детях, поэтому уважение к чужим культурам воспитывать нужно со школьной скамьи. Этим-то и занялись в Нерюнгри. В стенах информационно-технологического лицея впервые состоялся фестиваль «Дружба народов». Школьники погрузились в историю и традиции национальности России. От танцев до сказок. Когда мы начали репетировать нашу сказку, я узнала национальности Коми-Примяки. Я узнала эту сказку, мне очень понравилось. А в Центре культуры имени Гагарина можно было узнать больше о народах Якутии из уст их представителей. Диаспоры подготовили выставку с демонстрацией костюмов, поделок и утвари. Ну и, конечно, какой праздник без вкусной еды. У нас вот есть блюдо плов, есть курутом таджикский. Это все по заказу из Таджикистана привезли, именно для праздника. Здесь обереговые куклы, здесь у нас обрядовые куклы. То есть можно вот увидеть Масленицу, Пасху, Вербницу и прочее. Проверить усвоенные знания легко на площадках этнографического диктанта. Акция прошла в юбилейный 10-й раз. И год от года она только набирает обороты и становится доступнее для россиян всех возрастов. Одним из главных нововведений является то, что появились новые вопросы. Отдельный блок вопросов для детей, которые не достигли еще 16 лет, которые только-только начинают знакомиться с историей, культурой разных народов нашей огромной России. Гвоздем во всей праздничной программе стал концерт «Славим дружбу, мир, Россию». Десяток исполнителей и масса ярких номеров. Но самое главное, все они отражают единство народов нашей республики. У нас самая большая в мире страна и самое большое количество народов и народностей, которые ее населяют. Ну и наша республика, наша Великая Якутия, сегодня самый, наверное, многонациональный регион. Более 130 национальностей умещаются в миллионе наших жителей. И сегодня мы, как никто другой, отстаиваем право на самоопределение этих народов, на их традиции, право жить одной семьей в России, в нашем великом государстве многонациональном. И, конечно, победа будет за нами. 4 ноября бывает раз в году. Но о том, что сила России в ее мультикультурности, мы помним всегда. Ржана Гармаева, Тимур Колмогоров, Екатерина Павлова, Лилия Бурцева, Якутск, Нерюнгри. Четверть века назад, в ноябре 2000 года, в здании художественного отделения детской школы искусств Мирнинского района закипела работа, предвещая открытие нового культурного пространства в алмазной столице. В этом году Мирнинская картинная галерея имени Галины Романовны Степановой отмечает свой 25-летний юбилей. Историю картинной галереи в Мирном творили преданные своему делу люди. С 1993 года Николай Мартенсон, заведующий художественным отделением, бережно хранил и пополнял фонд картин мирнинских художников, воспевая красоту Западной Якутии в своих пейзажах. Но подлинный расцвет галерея обрела благодаря Галине Степановой и Наталье Степановой. Появился зал такой камерный. Нам тогда оказался очень зал большим, просторным. Это был большой подарок от нашего района. И вот здесь мы первую выставку организовали именно с работ Надежды Федуловой. Здесь проходили персональные выставки известных якутских мастеров, таких как Надежда Федулова, Афанасий Мунхалов и Афанасий Осипов. Своим искусством делились народные умельцы, фотографы из Якутии, России и даже солнечной Калифорнии. Приезжали из других городов художники и мастера. У нас была интереснейшая выставка по батику из Калининграда. Интересная, в своем роде уникальная фотовыставка американца.
честь юбилея открыта выставка «Мост в искусство». Это своеобразная ретроспектива, позволяющая проследить эволюцию художественной мысли в Мирнинском районе. Здесь представлены работы, отражающие разные этапы развития галереи, показывающие разнообразие стилей и техник, используемых художниками. В экспозиции представлены та часть фонда, которая когда-то зажгла искру в сердцах людей и проложила мост к искусству, а именно работы известнейших авторов республики, начиная от Михаила Старостина, заканчивая работами Екатерины Шапошниковой, то есть графики, живописцы, а также художники-самородки Мирнинского района и выпускники последних десятилетий художественного отделения. В честь знаменательного юбилея сотрудники галереи преподнесли своим посетителям и себе самим сразу два уникальных подарка. Во-первых, коллектив галереи совершил настоящее чудо, вдохнув новую жизнь в старые фотографии с помощью искусственного интеллекта. Во-вторых, был создан новый логотип галереи. Как только я пришла сюда работать, у Натальи Петровны возникла такая идея разработать новый логотип на нашей галерее. И за основу Наталья Петровна предложила взять Пегаса. Мы ему решили придать местный колорит и, использовав якутский эпос, якутскую литературу, мы взяли за основу якутского коня. Сегодня галерея активно сотрудничает с музеями республики и Союзом художников Якутии, создавая совместные проекты и расширяя горизонты культурного обмена. За 25 лет фонд галереи пополнился работами разных поколений художников, отражая богатую историю и многообразие художественной жизни Мирнинского района. Анна Васильева, Мирный. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Но я с вами прощаюсь. До встречи.